В магазине Апсуатой игрушки не просто развлекают, они учат, разговаривают и поют на абхазском. Их создательница, преподаватель английского Сабина Кетия, решила, если ребенок должен слышать родную речь с первых лет жизни, то даже игрушки должны говорить на абхазском. И вот у меня возникла такая идея окружить моего ребенка игрушками, которые говорят на абхазском языке, потому что, в принципе, я понимала, что все игрушки, которые окружают моего ребенка на сегодняшний день, они все на русском языке. Так почему бы тогда не попробовать создать игрушку на абхазском для того, чтобы он за ними повторял? Идея пришла во время пандемии. Тогда Сабина проходила аспирантуру в Москве и воспитывала маленького сына. Она заметила, что даже в семьях, где говорят на абхазском, дети часто отвечают по-русски. Как филолог, Сабина знала, что язык должен звучать вокруг. В играх, книгах и в быту. Помочь с реализацией проекта согласились ее китайские одногруппники, поделившиеся контактами фабрик. Эти ребята любезно согласились дать мне контакты фабрик в Китае. И сами вызвались договориться, рассказать естественно, перед этим я рассказала вообще всю историю Абхазии, так сказать, в краткой форме, да, историю абхазского языка, в какой ситуации сегодня находится абхазский язык. И все мои слова, все мои просьбы были переданы на эти фабрики в Китае. Они проявили себя, конечно, как большие профессионалы, потому что понимали, что от них, наверное, сегодня зависит, будет ли создана первая говорящая игрушка на абхазском языке. Я решила, естественно, сперва эту теорию на практике использовать именно на своем ребенке. И, значит, он в течение 2 недель уже выучил эту песенку и начал повторять эту песню. Я поняла, значит, это работает. Следующим этапом стало создание уже не просто игрушек, а интерактивных пособий, которые могли бы обучать детей в игровой форме. Но воплотить идею оказалось непросто. Минимальный заказ на фабрике — 1000 игрушек. Средств на это не было. Сабина обошла десятки инстанций, искала поддержку, но все заканчивалось разговорами. Тогда помогла родная тетя, человек, который с детства учил ее не сдаваться. Я вообще планировала, что этот проект будет социальным, а не бизнес-проектом. Мне хотелось создать эти игрушки и просто раздать по детским садам, по школам, не знаю, выставить их вот так, и люди могли бы или там по минимальной цене приобрести. Но моя идея не нашла поддержки финансовой, поэтому я поняла, что, к сожалению, социальным проектом это быть не может. Первая существенная сумма была внесена, и помощь поступила от моей родной тети, которая меня же воспитала, и у нее там была собрана какая-то определенная сумма, и она понимала, что я горю этим делом, и просто вот дала, говорит, вернешь, когда тебе удобно, можешь не возвращать, начинай. Так появился первый абхазский аудиоплакат «Илах Чухуарцага». Он учит детей буквам, цифрам и цветам. Проект дался с трудом. Часть первой партии пропала по дороге, а себестоимость оставалась высокой. Но плакат все же дошел до детских садов и стал первой ласточкой в новом направлении. Первые там несколько месяцев обсуждения китайцы отказались от этого проекта. Я вам сейчас объясню, почему. Это достаточно сложный проект, потому что на аудиоплакате 82 кнопки. Это сложно даже для китайской фабрики, потому что ранее алфавиты, с которыми они работали, они содержали в себе менее количество букв, и поэтому было больше других функций, да, интерактивных. Вот. Но я все-таки настаивала на своем и понимала, что это возможно. И мы довели до того, что создали вот такой вот проект «Илах Чухуарцага», который, кстати, по сей день пользуется большим спросом. Многие ждут его повторения, но это все достаточно сложно. Постепенно появились и другие проекты – магнитные игры, планшеты, аудиокниги. Самая известная из Сиру Аштебичко. Первая абхазская азбука со звуковым сопровождением, созданная вместе с Комитетом по развитию языка. Позже вышла аудиокнига «Анашана Ям. Топ и магнитная азбука». А сейчас Сабина работает над интерактивной картой Абхазии.
Я вообще как лингвист точно уверена и знаю, что до 7 лет действует что-то типа языковой шкатулки, когда ребенок может впитывать большое количество языков разных, да, и в принципе выдавать их. Если особенно они подаются в такой интерактивной форме, то почему бы и не повторить, да? Позже эта языковая шкатулка, она захлопывается и достаточно сложнее становится учить языки. Поэтому я считаю, что обязательное условие сегодня уже, если идти в ногу со временем, да, это обучать детей языку именно в интерактивной форме. И я бы хотела отметить, что не каждая страна на сегодняшний день может похвастаться тем, что они выпускают такие игрушки. И даже наши ближайшие соседи, да, там Адыгея, Карачаево-Черкесия и так далее. В продолжении этой темы в ноябре этого года будет научная конференция, на которую я получила приглашение выступить как спикер, рассказать о создании идеи и вообще всего процесса, да, как создаются эти игрушки. Для Сабины это не просто бизнес в привычном смысле. Она называет свое дело социальным проектом и признается, что прибыль минимальна и почти все уходит в производство. Главное для нее, чтобы игрушки были доступны всем. На сегодняшний день, когда я устанавливаю цену определенную, да, на ту или иную игрушку, я всегда делаю это исходя от того, что мне нужно, чтобы каждый мог приобрести эту игрушку. Если это идет речь о минимальной наценке, то я понимаю, что я иду в ущерб себе, как молодому предпринимателю, но всегда найдется какой-то выход, и все мои клиенты не дадут соврать, что мы делаем минимальную наценку, это иногда в 300 и 500 рублей, и это очень смешная наценка на сегодняшний день. Если бы у нас была возможность создавать на фабриках Китая тираж, допустим, в количестве 5000 единиц, это была бы совсем другая сумма. Это вообще смешное количество для китайцев на этой фабрике, потому что они даже в принципе не хотят работать с людьми, которые заказывают 1000 единиц. Но учитывая все вот эти истории, да, которые я рассказываю про развитие языка, о том, что нам все вот это необходимо для того, чтобы как-то мы не дошли до языкового нигилизма, так сказать, они с профессиональной точки зрения надеются на то, что их помощь существенная, и идут нам на уступки. Сегодня проект поддерживают Комитет по развитию языка и Министерство просвещения. Иногда учреждения закупают партии для детсадов, но большинство расходов Сабина берет на себя. Большую поддержку оказывает мне Комитет по развитию языка в лице Квицини Гунды Сергеевны. То есть если мы создаем на фабрике минимум 1000-1500 единиц, естественно, это неподъемная сумма для меня. Я обращаюсь к ним, если им этот проект нравится, они выкупают 1000 единиц, и я могу выкупить свои 500 единиц. То есть это не означает, что я получаю какую-то сумму в виде гранта. Нет, свою часть единиц я выкупаю сама, и потом эту часть я могу реализовывать. В этом году Министерство просвещения также связались со мной в лице Ханы Владимировны Гунбо, за что я ей благодарна. Были созданы фетровые коврики для дошкольных учреждений, фетровые коврики для развития моторики и так далее, именно в национальном стиле, с национальной атрибутикой. Но на будущее мы планируем еще выпускать аудиоплакат, где будет указана в такой мультяшной форме карта Абхазии. Это был запрос именно от Министерства просвещения. Я очень надеюсь, что мы эту идею создадим и доведем до конца этот проект. Проект Апсватой начался в онлайне. Сейчас страницу бренда в Instagram читают 18 тысяч подписчиков. Родители присылают благодарственные видео, где их дети поют и читают на абхазском. Многие признаются, что вместе с игрушками язык возвращается в их семьи. Я очень люблю свою страну, я очень люблю свой язык. Я хочу, чтобы мои дети свободно говорили на своем языке. А когда я получаю такие отклики, я вот расскажу историю.
Буквально недавно мне присылали видео, где девочка, которая родители, они живут в Турции, значит, в Стамбуле, если я не ошибаюсь, и присылают мне видео, где эта маленькая девочка использует мой аудиопланшет и повторяет название на абхазском языке. Это действительно такая гордость. Это правда очень приятно, и ты понимаешь, что границы расширяются, и твои игрушки используются не только в Абхазии, есть же многие другие страны, да, где живут наши соотечественники, и они приобретают, то есть и есть люди, которые приезжают, допустим, на летние каникулы, специально приходят в этот магазин и покупают все интерактивные новые проекты, которые выпускаются на тот момент. И это правда очень приятно, и это мне льстит. Но ни в коем случае, опять же, я повторяюсь, я не хочу останавливаться на достигнутом и надеюсь, что какие-то новые проекты еще будут выпускаться. Сегодня она продолжает преподавать в университете и воспитывает двоих сыновей. Совмещать все непросто, но именно любовь к делу и поддержка семьи помогают ей не останавливаться. Каждый новый проект Сабина создает с тем же энтузиазмом, с каким начинала, нередко просыпаясь в 5 утра, чтобы согласовать детали с фабрикой в Китае. Я, правда, горю этим делом. Как я загорелась в 2019 году, так и по сей день, вот уже 2025. И мне безумно нравится то, чем я занимаюсь. В первую очередь, конечно, я нахожу поддержку в лице своего супруга, который часто занимается тем, что помогает мне, развозит все эти кружки. С первого дня он всегда стоял рядом, поддерживал меня во всем. Вот. Ну и, в принципе, мне кажется, любая современная женщина на сегодняшний день занимается огромным количеством дел и делает это мастерски, не жалуюсь, поэтому я не жалуюсь, все отлично, мне все нравится, все меня устраивает. Единственное, что я, конечно, бы хотела, чтобы все мои идеи, которые мне приходят в голову, чтобы они создавались быстрее. Сабина мечтает, чтобы в будущем в Абхазии выпускалось несколько интерактивных проектов в год, от обучающих игр до мультимедийных пособий. Ведь каждый из них – это вклад в сохранение языка и культуры. Огромное количество идей у меня в голове на сегодняшний день для развития абхазского языка. Я очень надеюсь, что найдутся люди, которые меня поддержат, услышат и поймут, что эти проекты действительно на сегодняшний день имеют право на существование, и от них можно извлечь большой урок, да, и обучить своих детей родному языку. Проект Апсуатой – пример того, как из одной идеи, рожденной дома, может вырасти большое дело. Дело, которое возвращает детям родное слово. А Сабина Кетия уже думает о новых проектах, чтобы абхазский язык звучал все чаще и увереннее. Заур Кварджа, Владимир Капуза, Абаза ТВ.